Сегодня 19 сентября, мы начинаем вместе с вами новую трудовую неделю. Сегодня у нас с вами обязательно все получится. Меня зовут Катерина Винокурова. Прежде чем начать наш эфир, хочу напомнить, что скоро мы вместе с нашей командой программы «Утро Якутии» начинаем новый сезон. И хотелось бы немного рассказать вам, что мы будем вам показывать и о чем рассказывать в новом телесезоне, который, кстати, стартует уже с этого дня. Как вы видите, наша студия немножко обновлена. Так, для модниц и любителей модных трендов мы запускаем новую рубрику «Секреты красоты». В этой рубрике мы будем говорить о том, как на скорую руку привести себя в порядок. Будем вам рассказывать, как правильно подбирать гардероб, как сочетать несочетаемое, как подбирать обувь по сезону и ухаживать за ней, и многое-многое другое. Помимо этого ждут вас лайфхаки от мужчин-мастеров. Наши герои будут рассказывать, как быстро починить машину, что делать, если потек крана, как быстро настроить кондиционер. Узнаем, какой инструмент должен быть дома у каждой семьи. Порой некоторые вопросы можно решить и самому, не прибегая к помощи платных мастеров. А наших зрителей с нового сезона будем учить также этикету. В современном мире, согласитесь, в суматохе дел мы порой забываем даже здороваться, иногда даже уступить место в общественном транспорте. Этикет – очень важная часть общечеловеческой культуры. Польза этикета в том, что он является законом, определяющим обязанности, которые следует выполнять, и границы, которые нельзя переступать. И где бы мы ни оказались, на работе, в магазине, в транспорте, на прогулке или в туристической поездке, нам приходится выбирать соответствующий стиль поведения, то есть соблюдать правила этикета. Поэтому оставайтесь с нами и учитесь с нами новому. Но не расстраивайтесь, наши старые рубрики также останутся в нашей программе в новом сезоне. Еще больше новых тем, больше новых сюжетов и больше новостей. Это лишь часть нововведений в нашей программе, поэтому будьте каждое утро вместе с нами на телеканале Якутия-24. Это был небольшой анонс нового телесезона. А теперь давайте узнаем, что нас ждет сегодня. В нашем выпуске мы будем говорить о том, насколько стал успешным туристический кэшбэк в этом году, какие направления стали для россиян актуальными. У нас в гостях очень скоро ожидается специалист с республиканского наркологического диспансера, где мы узнаем о реализации проекта «Шанс для мамы». Помимо этого, специалисты из МФЦ расскажут вам о новых услугах, которые начали оказывать в центре. Узнаем, что нам советуют звезды на этой неделе в нашей постоянной рубрике «Гороскоп», а из рубрики «Советы юриста» узнаем, как бороться с шумными соседями. Ну и, конечно, сегодня, как и обещали, подведем итоги конкурса овощей. Спасибо вам за ваши фото и видео, которые вы присылали нам очень активно. На прошлой неделе нам активно прямо отправляли, до сих пор отправляют фотографии урожая. Так наша команда определила победителя. Кто же им стал, узнаем в конце нашего эфира. Так что оставайтесь вместе с нами. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Утро Якутии» и писать нам свои новости, пожелания, поздравления и просто задавать какие-либо вопросы. Ну а далее знакомимся наконец-таки с погодой на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 1,4 градуса со знаком минус. В Заречной группе минус 2,0 градусов, в южных минус 2 плюс 1, в Вилюйской группе минус 4 плюс 1, в Нижнеленских 0 градусов, в западных минус 2 0, в Колыме-Дигирской группе минус 1 плюс 3 градуса, в Янских от минус 4 до плюс 2, на северо-западе минус 6 0 градусов. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила
-1 градус. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают день без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы ветра составят до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 5,7 градусов тепла. Ну а теперь давайте узнаем, что же произошло, пока мы отдыхали. В ряде районов республики медленно, но верно вступает в свои силы зима. Так, в минувшие выходные жители Горного района с утра за окном увидели первый снег. На кадрах, отснятых вчера утром, житель села Артасурт, снимая видео, говорит, что ночью выпало много снега, прямо вот как зимой. Первому снегу были рады не только взрослые, но и дети. Снега выпало настолько много, что жители даже успели слепить снеговиков. Вот очень скоро уже всех нас это ждет, не только жителей Горного Улуса, по всей Якутии скоро, всю Якутию скоро накроет белая пелена. Согласитесь, такое умиротворение, спокойствие, когда выпадает снег. Между тем, первый снег выпал и в Оленьке. Фото заснеженного села выложили в социальных сетях и просто подписали «Хмурое осеннее утро». А вчера ночью в Нерюнгри также выпал снег. На кадрах, отснятых этой ночью, видно, что снег валит, не щадя никого. Возможно, сегодня утром жители Южной Якутии проснутся уже в заснеженной сказке. Ну и нам очень интересно, какое же утро сегодня у вас. Вы можете поделиться фотографиями, отправить нам также на телеграм-канал. Поделитесь с нами своим настроением и то, что происходит у вас за окном. Ну а мы продолжаем говорить о том, что же произошло, пока мы отдыхали. Так, жители отдаленного Нижнеянска, Устьянского улуса, вблизи поселка, заметили двух белых медведей, которые спокойно куда-то идут по своим делам. Давайте посмотрим. Такая замечательная картина, и, видимо, между тем, в Тампонском районе в минувшие выходные в торжественной обстановке открыли сквер писателя имени Егора Петровича Неймохова, выдающегося народного писателя Якутии. Напомним, Егор Неймохов работал в жанрах прозы, кинодраматургии, писал рассказы и повести. Он создатель первых полнометражных якутских фильмов, таких как «Черная маска», «Журавли над Ильменем». А в 2016 году экранизировали его повесть «Убийство на озере Сайсары». Это были события, которые произошли в республике. А теперь давайте узнаем, что же произошло за эти выходные за пределами нашего региона. Так, в Москве запустили отопительный сезон. Только за прошедшие выходные московские коммунальщики дали тепло в более 5 тысячам социальным объектам и 2 тысячам многоквартирных домов. А жители Японии эвакуировали из-за тайфуна Нанмадол. А на кадрах видно, что природная стихия бушует с полной силой. Как сообщают японские власти, сначала тайфун обрушился на префектуру Кагасима, затем он двинулся в сторону севера. Власти страны эвакуировали более 2 миллионов человек.
Ну а в соседнем Китае в одном из организаций назначили генеральным директором женщину-робота с искусственным интеллектом. По мнению представителей организации, робот сможет оптимизировать процесс работы, улучшить качество и повысить скорость выполнения задач. Французский Человек-паук в субботу забрался на 48-й этаж. Это небоскреб в Париже в возрасте 60 лет. Он поставил цель покорить небоскреб Тур Тотал на свой юбилей еще несколько лет назад. Робер поднял руки вверх, когда достиг вершины 187-го этажа, которая возвышается над деловым районом французской столицы Ла Дефанс, сообщает Guardian. Я хочу донести до людей, что 60 лет – это ничто. Вы по-прежнему можете заниматься спортом, быть очень активными, делать невероятные вещи. Так сказал Робер, которому в прошлом месяце исполнилось 60 лет. Ну а мы продолжаем. Мало кто с нетерпением ждет начала рабочей недели. Традиционно сложилось так, что понедельник воспринимается исключительно как тяжелый день. Мы решили узнать, как морально настроить себя на рабочий лад. Так, по словам клинического психолога Михаила Хорса, начало рабочей недели нужно воспринимать как новый этап в жизни, который открывает новые горизонты. Не нужно думать, что понедельник – это продолжение прошлой недели, отмечает специалист. По словам эксперта, как правило, нежелание идти на работу связано с напряженными выходными. Специалист рекомендует посвятить субботу и воскресенье занятиям спортом или иным приятным событиям. Если человек качественно провел выходные с легкими прогулками, приятными встречами и интересными событиями, то и на работу ему будет хотеться идти гораздо больше. И вот 5 советов, как облегчить себе новую трудовую неделю. С вечера планировать будущий день, лечь спать пораньше, перед сном заниматься чем-то спокойным, читать книги или уходом за собой. Создать себе хорошее настроение утром, включить хорошую музыку, выпить чашку вкусного чая или кофе. Обсудите работу до начала работы, если у вас есть коллеги. И перед началом работы сделать что-то приятное, настраивающее на рабочий лад. Вот такие советы дают нам специалисты. Ну а далее я рада передать слово своим коллегам. Ненадолго прервемся. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Глава республики работает в Татарстане. Айсен Николаев побывал на Казанском вертолетном заводе, где создают вертолеты Ми-8. А в Арском районе, побратиме Вилюйского района Якутии, вместе с президентом республики Рустамом Минихановым Айсен Николаев принял участие в конно-спортивном фестивале «День коня». Илдархан поздравил татарстанцев с этим праздником и отметил, что для якутян лошадь является священным животным. А также рассказал о конном переходе Дугуйдана-Винокурова от полюса холода на Имикона до Москвы и поблагодарил татарстанцев за теплый прием, который они оказали якутянину. Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» подводит итоги 9 месяцев обучения в школе прорывных компетенций. В результате жестких отборочных испытаний в финал прошли свыше 200 участников. В рамках программы финалисты разбились на проектные команды по 10 человек. Финальное мероприятие прошло в Высшей школе инновационного менеджмента. Каждая группа реализовала социально значимые проекты для Якутии. Команда «Победитель» получила образовательные гранты главы республики. Лучшие участники конкурса будут рекомендованы на включение в республиканский резерв кадров. Здесь у нас экспертами являются министерства. Здесь присутствуют и министры, и заместители министров, и руководители предприятий, которые смотрят вот именно те проекты, как раз изучают, и если им будет интересно по своему направлению, то они дальше будут их продвигать и помогать и уже через не только силами своих ребят, но и с помощью того или иного ведомства.
Как сделать далекое... Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал старт всероссийскому конкурсу путешествий по Дальнему Востоку. Дальний Восток – земля приключений. Для участия необходимо подать заявку на сайте путешественникдв.рф, уведомить МЧС России, поехать в любой регион Дальнего Востока, а затем прислать видеоролик о своем путешествии. Лучшие видеоматериалы конкурса будут отбирать члены жюри, в число которых войдут кругосветный путешественник Федор Конюхов, полярник Матвей Шпаро, путешественник Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш. Главный приз конкурса – 3 миллиона рублей. В спортивном комплексе «Стерх» прошла первая спартакиада среди жителей Гагаринского округа «Спорт без границ». Мероприятие приурочили к столетию образования Якутской АСР. Реализация мероприятия стала возможной благодаря гранту главы города. Так, жители Якутска приняли участие в состязаниях по волейболу, дартсу, настольному теннису, хабылык и хамыска. Однако главным для жителей округа стало не само соревнование, а возможность принять в нем участие. Кроме того, в рамках мероприятия прошло голосование на выбор новой спортивной площадки в рамках программы поддержки проектов местных инициатив. Запланировано, то есть комплекс спортивной площадки, который состоит из 3 частей. Это детская площадка от 3 до 7 лет, от 7 до 11 лет. И многофункциональная спортивная площадка, это волейбольная, баскетбольная площадка, которая будет, все это проект реализован в случае, то есть выигрыша. Он будет реализован как раз за парком Победы, который находится на автостраде 50 лет октября. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Чтобы облегчить решение ряда жизненных вопросов, в офисах «Мои документы» начали оказывать новую услугу. Это правовая помощь гражданам в цифровой среде. Все мы знаем, что не все умеют пользоваться электронными сервисами, в том числе и госуслугами, где сейчас предлагается ряд цифровых услуг, что облегчает нашу жизнь, экономит наше время. Более подробно о новой услуге нам расскажет наша гостья. Это Анна Пермякова, юрисконсульт Центра «Мои документы». Анна, доброе утро. Здравствуйте. Ну и давайте сначала, да, что такое понимается под словом цифровая среда? Что это? Цифровая среда – это интегрированная коммуникационная система, где устройства могут взаимодействовать друг с другом. Проще говоря, это веб-сайты, мобильные приложения, какие-то облачные, да, сервисы типа iCloud. Ну вот, цифровая среда, то есть это то, что, грубо говоря, связано с интернетом. А оператор персональных данных, кто это такой? Оператор персональных данных – это то лицо, которое имеет доступ к вашим персональным данным. Да? Напомню, что персональные данные – это любые сведения, которые могут вас идентифицировать как личность. Да? Например, Пермякова Анна Алексеевна – это не персональные данные, а вот, например, Пермякова Анна Алексеевна с номером телефона – это вполне себе персональные данные. Да? И, соответственно, физическое, юридическое лицо, любое учреждение, которое имеет доступ к вашим персональным данным, является его оператором. Да? То есть, если, например, он может их как-то обрабатывать, распространить, передать, то, соответственно, это лицо уже автоматически является оператором персональных данных. Как я уже сказала, соответственно, да, это может быть как физическим лицом, да, например, Иванов Василий Васильевич, либо это может быть медицинское учреждение, это может быть интернет-магазин, например, в интернете, да, где вы оставляли свою контактную информацию, фамилию, имя, отчество, и, например, электронную почту. Ну вот, как-то так. Анна, а куда и как можно обратиться вот как раз-таки за правовой помощью, да, конкретно в цифровой среде? Я думаю, что есть смысл, наверное, разграничить, да, в какой ситуации вы можете обратиться к нам за правовой помощью. Значит, любое распространение, передача, обработка ваших персональных данных, она... как это правильно бы сказать, да? Если что-то происходит без вашего согласия, или вы, например, хотите отозвать персональные данные, например, кто-то оформил на вас кредит, да, то есть без согласия, да, самого
гражданина, да? Да, Ага. да, получается. Это вот первая ситуация. Например, или кто-то выставил вашу фотографию, да, без вашего ведома. Вы можете к нам обратиться за правовой помощью. Правовая помощь, именно вид, определяется индивидуально в зависимости от жизненной ситуации физического лица, который к нам обращается, да, за юридической помощью. Это может быть как устная письменная консультация, так и составление, например, каких-то заявлений, жалоб, запросов, составление процессуальных документов, таких как исковое заявление, претензии. Все в зависимости от жизненной ситуации физического лица, да, ну и, соответственно, конечно, с чем к нам обращается человек. То есть он может там предоставить доказательства того, то, что он понес реальный материальный ущерб, да, на него, например, оформили кредит, он вот пришел к нам и говорит, я не знаю, как это случилось, например, взломали госуслуги. А вот вообще, насколько часто нарушаются вот наши права? Как часто жители вот обращаются как раз-таки вот с такими примерами? Если честно, даже сказать, да, я, ну, как бы статистически это сложно выявить, потому что преступления разного характера, да, есть, например, правонарушения гражданского характера, есть преступления, которые уже переступили в черту уголовных преступлений, да, поэтому про статистику говорить очень сложно, но проблема достаточно актуальная, да. МВД выпускает методические рекомендации, например, да, как не попасться на уловки мошенников, как беречь персональные данные. В том числе предусмотрена и административная, и уголовная ответственность за нарушение как бы законодательства в области персональных данных. Поэтому достаточно актуальная, мы считаем, проблема, в связи с чем мы и организовали предоставление данной услуги для населения Республики Саха-Якутия. Анна, где можно ознакомиться более подробно вот с информацией, да, может какой-то номер телефона, контакты? Да, конечно, если человек столкнулся с проблемой нарушения персональных данных, то он может обратиться к нам по телефону горячей линии, это 50 60 15, либо обратиться к нам за правовой помощью через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Наша услуга называется «Предоставление правовой помощи в цифровой среде». Либо же обратиться лично в центр «Мои документы». По районам вы можете обратиться в любой офис. Соответственно, в городе Якутске вы можете обратиться по адресу улица Амосова, 18. Анна, спасибо вам огромное за такую очень важную информацию этим утром. К нашим телезрителям я обращаюсь, будьте очень бдительны, аккуратны, не попадайтесь на уловки мошенников, ну и в любом случае обращайтесь к специалистам Центра «Мои документы», они обязательно вам помогут. Спасибо, Анна, хорошего дня. Ну а мы продолжаем. Да, далее у нас на очереди рубрика «Даты и события». Узнаем, чем же знаменателен этот день. На календаре 19 сентября. Сегодня отмечают День оружейника в России. Профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела. День смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать 3 символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. По народному календарю сегодня Михайлов день. В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые заморозки. Наблюдали, как падают листья с осины, если лицом вверх к студеной зиме, если изнанкой к теплой. Этот день в истории. В 1648 году в этот день Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В честь этого открытия единицу измерения давления и назвали Паскалем. В 1943 году, 19 сентября, началась партизанская операция «Концерт». В период с 19 сентября по конец октября 1943 года
В операции участвовало 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей. Советским войскам предстояла битва за Днепр, наступление на Смоленском и Гомельском направлениях. В 1990 году в этот день во всемирной паутине зарегистрирован домен для применения на территории Советского Союза СУ. Ассоциация пользователей Unix зарегистрировала домен верхнего уровня СУ для применения на территории Советского Союза. Она же выполняла функции администрирования домена. Первым российским сайтом стал ресурс отделения математики Российской академии наук. В 1996 году, 19 сентября, учрежден Арктический совет. Это международная межправительственная региональная организация приполярных государств, созданная по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы Северной полярной зоны. Совет был учрежден в Оттаве представителями 8 государств – Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. В этот день родились Лев VI – философ, византийский император Македонской династии. Елизавета Хитрова – русская княгиня, дочь Михаила Кутузова. Вера Пашенная – русская актриса театра, педагог, народная артистка Советского Союза. Виктор Ерофеев – российский писатель, литературовед, телерадиоведущий. В этот день также свет увидели Дина Рубина, российская и израильская писательница, сценарист, Александр Карелин, российский борец, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель. Именины сегодня у Андрея, Архипа, Всеволода, Давида, Дениса, Дмитрия, Ивана, Кирилла, Константина, Макара, Михаила и Феклы. Мы поздравляем всех именинников этого дня. Между тем, осень продолжается, и в ряде субъектов России сентябрь считается бархатным сезоном. Ну а, как мы ранее говорили, Ростуризм еще в августе запустил проект «Туристический кэшбэк». Надо было до 10 сентября приобрести туристические путевки, бронировать отели и гостиницы на октябрь, чтобы вернуть часть потраченных средств. Так, продажи туров по России с кэшбэком на осень и начало зимы подскочили в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как пишет ТАСС, спрос на туры по России среди клиентов вырос в 2,5 раза по сравнению с периодом до старта продаж в рамках осеннего этапа программы туристического кэшбэка 25 августа 2022. Наиболее востребованным направлением для путешествий у опрошенных туроператоров стал Краснодарский край. Также появились спросы поездок в Кавказские минеральные воды, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье и Дагестан. А завершается дачный сезон, и многие возвращаются снова в свои дома и квартиры. Так, для многих это не только стресс, но и переживание своего рода, ведь сейчас у многих соседей по подъезду арендуют свои квартиры, комнаты, а некоторые и вовсе ведут асоциальный образ жизни. Как бороться с нерадивыми соседями и при этом не нарушать закон, нам расскажет наш юрист. Нарушение пределов допустимого шума является основанием для привлечения к административной ответственности. Какие временные ограничения установлены? Период времени, в который не допускается нарушение на территории Республики Саха-Якутия, с 21 часа до 8 часов по местному времени, это у нас в будни, с 22 часов до 10 часов утра, это у нас выходные дни, с 13 часов до 15 часов по местному времени ежедневно в части действия, предусмотренных пунктом 1. Но здесь нужно отметить, что законодатель обоснованно указал, что это не касается тех домов, которые введены в эксплуатацию недавно. То есть если прошло 1,5 года с момента ввода эксплуатацию дома, то, конечно, ремонтные работы в дневное время они допускаются. Но поговорим о том, какие штрафы предусмотрены. На самом деле не очень большие, но и достаточно существенные для кошелька любого человека. Значит, для граждан в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Здесь я хочу отметить, что шум может быть и из нежилых помещений мешать вам. Да? То есть у нас охраняются не только квартиры, это медицинские учреждения, это детские сады. То есть детские сады у нас некоторые
находятся в жилых домах и не в жилых домах, да, это также социального назначения, то есть все помещения, как указал законодатель, где временно или постоянно проживают граждане. То есть любое помещение, где вы находитесь достаточно продолжительное время, в том числе гостиницы, также охраняются данным законом. И замечу, что на юридических лиц возлагается ответственность от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, то есть это уже значительно. Сюда входит в том числе шум, если ваш дом находится рядом с торговым центром, рядом с автомастерской, рядом с иным объектом, который в ночное время круглосуточно работает и мешает вам спать, и вы докажете, что ограничения по шуму превышены, что это происходит постоянно, то, следовательно, также имеется основание для привлечения к административной ответственности. Какой порядок действий? Безусловно, для начала, если это происходит в ночное время и никак не реагируют соседи, поговорим все-таки о соседях, следует вызвать милицию. Безусловно, законодательством установлено, что полиция не сможет проникнуть в жилое помещение соседей, но сделать им замечание, ставить протокол имеет право. Далее, чтобы измерить уровень шума, лучше обратиться в Роспотребнадзор. То есть вы информируете Роспотребнадзор о том, что имеется нарушение, что вам, проживающим в жилом помещении или в ином помещении, которое охраняется данным законом, мешает постоянный шум, издаваемый, возможно, соседями, возможно, торговым павильоном, возможно, нежилым помещением, вы даже не знаете, что там происходит. Роспотребнадзор должен отреагировать, выехать, произвести замеры и установить, является ли этот шум настолько громким, настолько выходящим за пределы санитарных норм, что может повлиять на ваше здоровье. Если это все установлено, будет административное производство, по которому виновник будет привлечен к административной ответственности. Но в рамках гражданского законодательства вы можете возместить свои затраты на измерение шума, если вы сделали экспертизу на платной основе, а также попросить компенсацию морального вреда, поскольку вы пострадали, не могли спать, работать, и это отразилось на вашей жизни. Дорогие друзья, помните об ответственности, уважайте друг друга, не шумите, и тогда благополучно будем жить в многоквартирных жилых домах. И, конечно, напоминаю, что руководствуемся мы прежде всего региональным законодательством. Что ж, да, желательно не ругаться с соседями, а жить в мире и согласии. Самое главное — уважать друг друга, ведь каждый приходит домой отдыхать и спать. А далее узнаем, что нам советуют звезды на этой неделе. Овен. Вы оцените прелести комфортной жизни. Удобство, роскошь и хорошая еда окажутся важнее других интересов. Если вы умеете кипятить только воду для чая, вы будете хвататься за новые рецепты и придумывать блюда, которые понравятся всем. Особенно в выходные дни ваша интуиция направит вас к отличным ресторанам и красивым местам. Телец. В начале недели вы решите отдохнуть от избытка общественной деятельности. Вам хочется спрятаться от всех где-нибудь в глуши. Тот, кто рассчитывает отвечать на рабочий телефон в нерабочее время, будет разочарован. Позаботьтесь о своем здоровье. Хорошо выспитесь и снова будете в отличной форме. Близнецы. Любовь и эмоции займут все ваше внимание. Вы начнете флиртовать, шутить и сплетничать, а счастье в любви не должно покидать вас на этой неделе. Оно обещает больше новых друзей и возможностей для знакомств. На работе у вас появится немного больше новых обязанностей, которые будут связаны с обучением или важными поездками. Не беспокойтесь ни о чем, потому что близнецам, как всегда, повезло, и вы совсем справитесь на отлично. Рак. Различные непростые дела будут просто лежать на вашей голове. Пока другие бездельничают, вы берете на себя ответственность. Обнаружите, что ваше мнение настолько важно, что без него вы не сможете принимать важные решения. Плутон потребует от вас терпения, но вы будете вознаграждены за свои старания. Лев. Делайте что-нибудь против рутины, и вам никогда не будет скучно. На этой неделе не экономьте на том, что вам нравится, иначе упустите возможность встретиться с друзьями и отправиться в увлекательное приключение. Отправляйтесь в путешествие, примите участие в потрясающем курсе, увлекитесь сумасшедшим свиданием. Дева. Не жалейте времени на то, что вам нравится, ведь музыка и искусство успокоят ваши расшатанные нервы. На работе новая идея может оказаться новаторской. Кто-то, кому вы помогли в прошлом, поможет вам в ее реализации. Ваша энергия и опыт пригодятся в нелегком деле, которое касается друзей или соседей. В любви не критикуйте недостатки своего партнера, а находите время для общих дел, соглашайтесь с его идеями. Важно, чтобы вам было весело вместе. Весы.
Вы почувствуете прилив оптимизма. У вас будет достаточно сил для трудных дел, проблемы будут проходить мимо вас, а также будет масса социальных развлечений. Не иссякнут хорошие идеи и добрые помощники. Однако самые благоприятные возможности ждут вас в любви. Скорпион придет к выводу, что пора заняться важными для них вещами. Вы будете любезно благодарить вожатых, которые могут сделать меньше, чем вы. В выходные, когда закончите с невыполненными задачами, вы найдете время, чтобы отдохнуть и поиграть. А Венера представит вам возможность тайного свидания. Позаботьтесь о своем здоровье в течение всей недели. Стрелец. Забудьте о том, что вам говорят недобрые люди. Пришло время реализовать амбициозные планы, которые вы давно хотели. Неделя располагает к мудрым решениям, как в любви, так и в работе. Не провоцируйте только на резкий разговор с тем, кто учит других, но не имеет ни опыта, ни разума для себя. Не жалейте парикмахера и модной одежды, и вы сразу почувствуете улучшение настроения. Козерог. Впереди спокойная неделя. Вы будете неохотно заниматься слишком амбициозными делами и сложными задачами. Пусть устают другие. После работы у вас будет возможность отдохнуть, а в выходные взгляните на домашний декор и перейдите к поиску новой мебели или тканей. Венера благосклонна к вам, и под ее влиянием ваш выбор окажется в яблочко. Одинокие козероги будут чрезвычайно обаятельны и даже соблазнительны. Водолей. Вы сделаете все возможное, чтобы отвлечься от своих повседневных обязанностей. Планеты располагают к посещению необычных мест и встречи с вдохновляющими друзьями. Вы будете общительны, но также любознательны. Открывая чужой секрет, трижды подумайте, прежде чем обсуждать его с другими людьми. Рыбы. Венера обещает хорошую неделю. Начальник будет заниматься своими делами, а семья будет меньше ныть, чем обычно. Наконец-то у вас появится больше времени на собственные дела. Вы нагоните свой социальный долг, не пропустите самые интересные премьеры и светские мероприятия. Выйдете из дома, и вы быстро восстановите силы и хорошо отдохнете. В рамках Года матери в Якутии специалисты Якутского республиканского наркологического диспансера разработали и реализуют социальный проект «Шанс для мамы». О целях и задачах этого проекта мы сегодня поговорим с Анной Политинской, пресс-секретарем Якутского республиканского наркологического диспансера. Анна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, насколько вот это актуальная тема для нашего региона, да? Сколько женщин поступают ежегодно в диспансер? Так, заболевание алкоголизма все еще, женского алкоголизма все еще остается очень острой проблемой в нашем регионе. Так вот, по данным медицинской статистики, за 2021 год показатель заболеваемости алкоголизмом составляет 710 человек на 100 тысяч женского населения республики. И по состоянию на 1 января 2022 года под диспансерным наблюдением наших наркологов состоит 3063 женщин с диагнозом хронический алкоголизм, из которых 993 женщины имеют несовершеннолетних детей. А что вот подтолкнуло на реализацию данного проекта? Вот эти цифры, да, наверное? И не только эти цифры, но очень знаковый год у нас нынче, 100-летие СССР и год матери, который мы считаем очень важным, так как все начинается с матери у нас. Да, конечно. Почему проект носит название «Шанс для мамы»? Потому что люди считают, что женщины, которые больны алкоголизмом, обречены. Почему-то считается, что женский алкоголизм неизлечим. Конечно, трудно излечим, но на самом деле возможно все при сильном желании женщине выздороветь. И вот хотели помочь именно женщинам. Так как у нас родители, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, они вот направляются к нам, в первую очередь на них направлено, и на профилактику алкоголизма с помощью нашей профилактической работы. Название говорит за себя, да, то есть получается, женщины с детьми пьют чаще? Нет, все по-разному бывает, но, конечно, вот я сказала, сколько у нас женщин состоит на учете с детьми. А как часто лишают прав матерей родительских? Так, но этим занимаются органы опеки. Я могу сказать то, что женщины, направленные по линии КДН, проходят у нас бесплатное лечение, выдаются им койко-места, но при наличии их согласия добровольного. Ну вот как раз о лечении, да, какая еще помощь оказывается, с какими специалистами работают попавшие в такие ситуации женщины?
Да. Ведется очень глубокая работа, системная. Так, работают с женщинами не только врачи-наркологи, но и наши психологи, очень сильные клинические медицинские психологи по специально установленным программам, также социальные работники, равные консультанты по зависимости с ними работают. И несколько этапов у нас лечения. Первое – это наркологическое лечение у нас в стационаре. И потом те, кто вот действительно имеет желание выздороветь, они идут в реабилитационное отделение, маршрутизация у нас так построена. И в реабилитационном отделении там идет уже глубинная работа с психологами и так далее. А сколько вот примерно по продолжительности лечения? В среднем 6 месяцев в реабилитационном отделении. Например. За это время полгода. Да, они там живут, все бесплатно. В общем, очень хорошие, добрые отношения. Ну и часто возвращаются женщины в семью, к детям? Да, после? да, часто. Большой процент считается у нас выздоровевших. Могут ли обращаться женщины по собственному желанию чаще всего обращаются все-таки, или как-то вот на них влияют, не знаю, заставляют как-то проходить лечение? В основном, конечно, в реабилитационном отделении это те, кто пришел по собственному желанию. И вот, как я уже сказала, направленные по линии КДН. Это, у них стоит вопрос лишения родительских прав. Поэтому они, конечно, те, кто хочет сохранить своих детей, они идут на лечение добровольно. И мотивированы, кстати. А в среднем какой это возраст? Средний возраст в основном. От 30, от 30 и выше. Да. А как вот женщина должна понять, что у нее проблемы с алкоголем? Так, я пресс-секретарь, но очень много разговариваю, общаюсь с нашими наркологами. В первую очередь у нее растет рост толерантности к алкоголю. То есть ей уже становится меньше, все больше дозы ей требуется. Во-вторых, идет отрицание проблемы, то, что у нее есть. Вот если ей близкие говорят, что у нее признаки алкоголизма, то она очень сильно отрицает. Также идет приоритет, начинается смещаться в приоритет. Допустим, если какой-то отдых планируется, то отдается приоритет отдыху с выпивкой. И, конечно, это соматические проявления, это нарушение памяти, уже развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония и так далее. Ну и что бы вы хотели посоветовать, да? Может, кто-то действительно сейчас нас смотрит с такой проблемой, да? Что бы вы порекомендовали? Конечно, понять, что жизнь одна, и нужно жить качественно. И очень много внимания нужно уделять своим детям, семье. Приоритет нужно делать на свою семью в первую очередь, выбирать себя. Поэтому даже если у вас есть какие-то проблемы, то нужно не стесняться этого, идти за помощью к наркологам, именно к наркологам и к нашим психологам. Вот я хотела сказать, что у нас есть горячая линия. Да. Можете записать или в ТУГИС посмотреть. 8 924 567 89 90. Это и наш телефон доверия, по которому могут обратиться как женщины, подозревающие себя алкоголизм, так и их близкие. Анна, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Очень такая тяжелая тема, но очень важная. Да. Действительно, спасибо. Ну, а далее мы прервемся. Передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 1 октября увеличить на 4% заработную плату работникам государственных учреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей. Повышение окладов коснется миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Остальные получат повышение с 1 января 2023 года.
Росздравнадзор заявил о стабильной ситуации с обеспечением лекарствами льготных категорий пациентов в России. 98,8% из них получают рецептурные препараты. Ранее Всероссийский союз пациентов в своем исследовании сообщал, что более половины опрошенных льготных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не смогли получить нужный препарат в этом году. В Росздравнадзоре ответили, что в стране реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», по которому обеспечиваются лекарствами все, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые заболевания. По состоянию на 1 сентября лекарства есть у более чем 652 тысяч человек, что составляет 91,3% от пациентов под диспансерным наблюдением. Компания «Алроса» направила почти 3 миллиона рублей на исследование численности в республике краснокнижной птицы – гуся-пискульки. Отмечается, что одно из основных мест гнездования находится в непосредственной близости от Верхнемунского месторождения Удачнинского горнообогатительного комбината. Поэтому в рамках договоренности с экологическим центром «Алроса» Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук провел работы на реке Муна. Ученые-орнитологи установили на гусей GSM-передатчики, чтобы узнать пути миграции и места их гнездования. Впервые за последние 2 года традиционный праздник студентов первого курса Северо-Восточного федерального университета состоялся в очном формате. Мероприятие прошло на стадионе «Юность». Напомним, что в этом году в университет поступило около 5000 первокурсников по всем направлениям. Также после долгого перерыва прошел парад студенческих организаций. В этом году программа посвящена 125-летию Максима Кировича Амосова и столетию Якутской АССР. Организаторы рассказали об истории и о связи Максима Амосова с университетом. Я вдохновлен тем, что они достаточно активные, да, и уже с первых дней проявляют активность, да, очень интересуются. Уже на те выходные был слет «Время первых» по первокурсникам, да, там тоже очень активно все выступали. Уже 2-й раз для меня этот праздник проходит. Вообще сногсшибательно. Сегодня очень много людей и настроение просто класс. В Якутске состоялись республиканские соревнования по спортивному ориентированию. Мероприятие посвятили памяти Ивана Семеновича Филиппова, многократного чемпиона и призера, тренера чемпионов и призеров республиканских, всесоюзных, всероссийских и международных соревнований. Участие в состязаниях приняло порядка 150 человек нескольких возрастных категорий, в том числе дети и ветераны. Призовой фонд составил 220 тысяч рублей. Отметим, что средства были собраны друзьями и коллегами Ивана Филиппова. Соревнования прошли в течение 2 дней на разных дистанциях. И с 1 по 3 место будут независимо от группы все получать призовые свои. Вот за это они борются. Вот вчера они боролись, и сегодня 2-й день они борются. Сегодня у них кросс-спринт, то есть короткая дистанция, они должны быстро пробежать, найти все заданные контрольные пункты по своим именно группам, потому что у детишек покороче дистанции, у них там, допустим, 2 километра, а взрослые мужчины и женщины, они бегут там по 4 километра. К этому часу пока вся информация. Отличного дня. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. На очереди у нас сейчас рубрика «Сад и огород». Ну а после чего мы с вами подведем итоги фотоконкурса «Причудливый урожай». Оставайтесь с нами. За годы изучения специалисты, растениеводы ботанического сада пришли к выводу, что самым главным растением должна явиться акация желтая. Вот растение. Вот саженцы 4-5 лет. 4-5 лет они уже достигли роста человека и даже выше. Вот акация желтая, да, она быстро растущая культура. В прошлом году они посеял только в прошлом году. Они в этом году уже достигли метрового роста. Ну, в условиях города, конечно, будет не так. Они будут поменьше, но все-таки то, что они вырастают за год на метр, это очень много. С точки зрения любого садовода-огородника, кстати говоря, садоводы свои участки также могут засадить вот этой акацией, да? Да. А какой состав почвы должен быть и каков уход? Ну, такой универсальный состав почвы, применимый для лиственных растений, то есть для растений, которые имеют листья. Кроме рябины, рябинокизильника и некоторых других, да, это такой стандартный состав,
30% речной песок, до 30% перегной. Перегной – это перепревший навоз в течение 3 лет, 4 лет. И все остальное вот черная растительная земля, чернозем. Вот идеальный почвенный состав почвы. Каков уход должен быть за нашими растениями, за нашими посадками? Вот это уже как бы подростки, да, у нас кустики? Во-первых, это вопрос сорняков. Да, это больной завозимой земле в перегной наличествуют семена, там корневые остатки, из которых сорные растения вырастают. Поэтому почвенный состав создается на предполагаемом месте, и в течение года надо бороться с сорняками, обрабатывая эту почву, обрабатывая культиваторами минимум 3 раза. Тогда только... 3 раза за какой срок? Тогда только, вот посмотрите мою землю. Она чистая, практически чистая от 3 сорняков. раза это в неделю или как? Какой срок? Вот? 3 раза в год надо обработать. Она должна, почвосмесь должна отлежаться и обрабатываться в течение 1 года. Из-за этого минимум 3 раза надо обработать культиватором. Культиватором обрабатываем для того, чтобы удалить сорные растения. То есть и вот после вы этого свою плантацию, уже на черную землю без сорняков высаживаем растения. И они тогда будут расти без конкуренции со стороны пырия, в первую очередь. Пырей ползучий, да? Это бич наших садов, огородов, вот этих городских насаждений. Пырей удаляется, и растения быстро набирают силу. Потом они, уже достигнув метра, 1,5 метра, уже не сдаются пырию. А что делается у нас? У нас завозится почва, немедленно высаживаются растения. И сорняки, и пырей в том числе, вырастают вместе с растениями и не дают им расти. Они отбирают у них свет, воду, питание. Самое и, главное. естественно, у нас посадки растут очень медленно. Ну и настал тот самый волнительный момент подведения итогов нашего осеннего фотоконкурса на самый причудливый урожай, который мы запустили на прошлой неделе. В пятницу к нам поступили последние фотоматериалы от наших активных телезрителей. И мы не можем просто не показать самые яркие из них. Вот, например, вот это морковное чудо Ольги из Покровска, летящей походкой. Они вышли из почвы в селе Намцы. Целая танцующая семья, такие вот четкие очертания человеческого тела и даже волосы. Оригинальной формы огурцы выросли у нашей телезрительницы Марии. Один даже просто свернулся в калач. Картофельное счастье порадовало многих дачников этим летом, даже целое сообщество встречаем мы: кукуруза, помидоры, клубника. А у Евгении Николаевны Давлетовой из поселка Чапаева Алекминского района появился забавный Микки Маус. На картофеле у Анны из села Кылая Усть-Алданского района отчетливо видно лицо, которое очень мило смотрит на нас. Ну и самым волнительным моментом будет кульминация нашего эфира. Единогласным решением редакции «Утро Якутия» победителями конкурса на самый причудливый урожай этого года становится Ефимова Валентина и ее свекольная рука «Монстр». От всей души мы поздравляем нашу телезрительницу и благодарим всех тех, кто принимал активное участие, за ваши бесконечные фото и видео, которые до сих пор приходят, кстати, на наш телеграм-канал. Как говорится, что выросло, то выросло. Наш победитель получает пригласительный билет на 2 персоны от кинотеатра «Лена». Валентина, мы с вами свяжемся, либо напишите нам по номеру, который видите на своих экранах. Объясним вам, как забрать свой приз. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. С вами была Катерина Винокурова. Была рада проснуться сегодня вместе с вами. Желаю вам отличного, плодотворного дня. Обязательно хорошего настроения. Увидимся завтра в 7 часов утра на Якутия 24.